Всем привет из Комы, привет от Олега. Я, ребят, сегодня в походе на первой избе нахожусь сейчас в данный момент. Выбрал себе новогоднюю елку. Эта елка будет у нас стоять в доме. И перед тем, как начнется этот фильм про сегодняшний поход, я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Очередной год у нас позади. И всех родственников, всех подписчиков, всех зрителей, всех гостей моего канала хочу поздравить с наступающим 2023 годом. Пожелать в будущем году всем крепкого здоровья. Самое главное, крепкого вам всем здоровья, удачи, мира, всем, чтобы было хорошо, мира всему миру. И будьте, самое главное, здоровы. Вот это самое главное. Мое пожелание вам. Побольше улыбайтесь, и у всех в доме была, чтобы радость. И во всем мире, чтобы настал мир. Чтобы не было войны, самое главное. Ну, насчет канала, который вы подписаны, ребят. Что я могу сказать? За этот год у нас небольшой рост, как же этот, по немножко растем, много подписчиков подписалось за этот год, спасибо вам большое. И вот лесовоз ездит, сейчас хорошая дорога, вот на Жигулях я приехал, как все было в этом фильме, все увидите. Хорошая, удачная охота в этом походе была. И обязательно досмотрите этот фильм. Вот. А я сейчас поеду обратно домой. И будем уже наряжать эту новогоднюю елку, встречать Новый год с этой елкой. В общем, всем хорошего настроения, крепкого здоровья, удачи еще раз. И будьте здоровы. Больше я не знаю, что говорить. Смотрите дальше. Походы продолжаются. И приятного вам просмотра. Обязательно досмотрите этот фильм. Отличный поход был у меня. Все. Всем привет, ребят. Жду рассвета. Немножко рано я приехал. Поднялся выше первой избы. Здесь я оставлю свою гранту. И уже по летней дороге пойду на охоту на косачей. Сходим сегодня. Здесь бураница есть, и там штук 20-30 косачей. Я видел прошлую охоту, которую я еще вам не показывал. Короче, туда схожу, побродим, ну и для вас поснимаю все, как будет. Попало. Два рябчика, ребят. Один здесь без, как сказать, без съемок. Ну и второго еще добыл. Так, один на высоком березе, один здесь должен быть. Поиски, конечно, тут. Так.
Схожу ко второй, вон тут второй был. Перья вижу. Вроде сюда он упал. Неужели он побежал? Падение тут. Вон он. Вон он, ребят. Багает. У второго, смотрите, сколько пиратов же осталось. А птицы я не вижу. Но он упал. Откуда только. Самое главное не наступить. Если наступить, то можно потерять. Один в руках. Бля, где же он? А, вон он. Нашел. Ты смотри, как замаскировалась, блин. Хрен найдешь. Ну вот, ребят. 2 штуки. Вот такое начало. От машины буквально прошел, наверное, я не знаю, 400 метров, может. 2 рябчика. Вообще класс начало. Вот он, ребят. О, видели, какие хорошие. Первую птицу не удалось заснять, так как я не был готов. Просто он взлетел и случайно увидел я его. Ну, второй уже чуть дальше был. Вот на этой березе. И тогда уже камеру включил. Я еще Panasonic взял, не знаю. Кого-то буду нет снимать него. Но вроде неплохо пока. Идем дальше. Сколько перьев осталось. Такую рогатину вот сделал. С упора сегодня вот второго выстрелил. Первого, конечно, без упора, без ничего. Снега много уже. Там тоже косачи есть. Бывают, выходят на следы. Кто-то охотник тут есть. Сам хозяин приехал сюда. Пришел-то есть. И тут катались, смотрите как. Кругом бураницы. Нет, сегодня в определенное место схожу. Скажем, где косачей видел раньше. До туда восхожу и все. Целый день за ним бегать не стану. Между прочим, куница появилась. В прошлый раз тут я ходил, не было его. Это следы куницы. На днях бегала вон тут. Я так и тихонько иду, чтобы не спотеть. Вон туда. Рябчик сел куда-то.
Ок, улетел. Вот четко прилетел. Пока не вижу, только если в оптику увижу. Не увидел. Вообще не увидел его. Вижу. Вот теперь вижу. Да, вижу. Есть. Сюда он подлетел. Ни хрена себе. Сейчас я его вряд ли найду, конечно. Он упал. 100%. Примерно расстояние 80 метров. Вот это да. Но это по пути, на обратном пути, если что, буду искать. Сейчас зайду, отмечу для себя. Не, он упал. 100%. Примерно ориентировочно. Короче, ребят, я не нашел такой побольше круг. Прошел, как бы, ну, на обратном пути еще буду искать. Дальше отсюда мне должен был улететь. Не, если я сейчас буду кружить, я, во-первых, сильно спотею и время потеряю. Обязательно на обратном пути еще поищем. Так, все, пока оставим, ребят. Нереально там найти его. Да все нам по пути. Буду еще кружить там. Фу. А сейчас надо дальше сходить. Блин, такой хороший выстрел был. Очень сильно хрустит под ногами. Такая корка, наверное, получилась наста. Потому что погода переменчивая. Холодно, дождь со снегом вот так. Прям так шуршит. Тут, ребят, под елкой рябчики, оказывается, были. Я на другой берег смотрю, они здесь. Или на той березе они кормились, куда-то вот туда прилетели. Штуки 2 или 3. 2-то точно было, но может даже и 3. Куда-то вон туда сели. Там невозможно их найти. Я, ребят, косачей нашел. Отсюда их не видно. Они за рекой. Напротив евроизбы. Тут еще мне надо такой круг до евроизбы. И там уже более обзор большой будет, чтобы для вас показать.
что-то совсем я их не увидел. Вроде сидели там. Улетели уже. А вон они. Точно на другом берегу. Так неудобно. Сели. За речкой сидят там. Я уже прошел, там можно напрямик было идти. Сейчас, ребят, приближу, покажу вам. Вон они, косачи зимние. Да они наелись, уже просто сидят. Они уже накормились. Вот самец справа. Вот второй самец. С правой стороны самцы. Очень много самок. Там еще есть. Также вот этот чистый. Если в него шмальнуть. Не знаю, это самец или самка, хрен пойми. В основном все самки, я смотрю. Вот. И улетели. Это не понял. Ой, бля. А нет, сидят еще. Что-то без очков вообще. Как будто дернулись они. Да нет, сидят. Путаю только вот деревья. Вон они. Не знаю, что делать, ребят, если честно. Для стрельбы с мелкашкой чуть-чуть далековато. Сейчас с дальномером гляну, сколько метров примерно. И уже будем думать, что делать. Главное, вам показал. Дальше на Panasonic снимать. Ну, или охота, или съемка. Одно из двух. Сейчас через дальномер сейчас я, ребят, гляну, сколько метров хоть до туда. Так. Поменял аккумулятор. Ну, аккумулятор просто жесть, как быстро разряжается. 187 метров до туда. Считай, блин, очень далеко. 188 метров. Как ни крути, 188. Это какое падение пули до туда. Так, ну еще чуть-чуть хоть как-нибудь. В сторону, если вниз полетят, удобнее, конечно, будет. На речке опасно сейчас. Хоть наполовину поближе. Видели? Улетели. В ту сторону улетели. Чуть-чуть. Хотел еще метров 20 туда подняться и уже более-менее 100 метров. Не больше. Ну, шуганные, блин. Совсем шуганные уже. Вон он один сидит. На целый поворот. Выше. Разведка. Одного увидел. Основная стая, может, дальше еще улетела. Там еще сидят ребята. Отсюда, а вон улетел. О, бля, улетел. Километр до него, он уже улетел. 3 куропатка здесь, в этой вивнике было, бля, тоже улетели. Ты смотри. До него еще мне топать и топать, а он уже улетел. Это разведчик один был, стая куда-то еще дальше улетела.
Тут рыбачили, смотрите. Знаю, кто тут рыбачил. Поговорил я с этим рыбаком. Ни хрена, говорит, не поймали тут. Я тут пробовал тоже. В прошлом году, наверное. Этим подводной камерой просмотрел все. Рыба уходит отсюда зимой. Мелочи тут нету точно. Очень много наледи. Вон. Наледи, ребят. На снегоходе можно проскочить пешком, тяжеловато идти. Но и смысла я не вижу. Они куда-то вон туда, наверное, улетели. Очень уже хитрые они, осторожные. Жить-то всем хочется, понимаю. Сейчас обратно буду возвращаться. Не, бесполезно. Я не вижу их. Я знал, что они тут есть, но шанс не дал. Тайга шанса не дает мне косача добыть. И сегодня, ребят, как Дед Мороз с посохом возвращаюсь. Сейчас я пойду по своей, как сказать, по своим следам. Как бы в целине ходить тоже очень тяжело. Оказывается, снега очень много уже. Ну и в такое время даже и лыжи не помогают. Что пешком, что на лыжах, одинаково проваливаешься. Пойду по своим следам. Будем искать третьего рябчика. Я, короче, подранил его, он летел на... Или, может, он сел на дерево, как-то вот зацепился за дерево, поэтому я и не нашел. Может, сейчас он упал уже. Или, может, дальше улетел. Без подранков охоты не бывает. Хоть какое оружие, хоть чем ты стреляй, подранки все равно будут. Если в место попадешь, скажем, из мелкашки, крыло там, или еще какой-то вот важный органы задеть, то птица быстрее умирает, ну и далеко не улетает. В прошлый раз показывал я, ребят, вам серию, ну вот это осенний сериал, который был охота на глухаря. Я глухаря стрелял экспансивным патроном. Короче, убойный, ну он хороший патрон тоже. И птица, как вы видели, отлетела где-то метров 150 еще он летел. И потом камнем упал. Но рана, ребят, у него, скажу вам, пуля попала и разорвала у него печень полностью, каша. Там внутренняя каша была, из печени ничего практически не осталось. И вот сколько он еще летел. Ну потом своей кровью он задохнулся, и он резко так вот упал. Может, сердце там остановилось, потери крови. Вот. Ну, примерно такие случаи бывают. Я в таком масхалате. И даже масхалат не помогает. Капюшон был и все. Со звуком может быть чуть-чуть. Ветрозащиты у меня нету. Потерял. Сейчас все время карман там прячу камеру. Вытаскиваю, и как-то она отлетела. И в общем неудобно. Вот зимой еще больше неудобства с этой камерой снимать. Я уже вот такой подсумок сегодня взял. Это от подписчиков подарок. Да ни хрена не помогает тоже. Не то. Внутри сперва одел под куртку. Мешает и все. Потом как надувной шарик там, как будто пузо вот такая. Надо как-то какой-то подсумок удобный, чтобы он, ну, на улице был. Не в пазухе, не под курткой, а вот именно на улице. И чтобы вот теплая была. Как бы я свой подсумок тоже утеплял.
чтобы аккумуляторы вот не разряжались. Беда. Вот этот аккумулятор включаю и буквально за несколько минут разряжается. Ну, насчет сошки. Сегодня с упора вот с этой сошки 2 выстрела уже делал. Сейчас покажу. Вот. Ну, в интернете подглядел. Вот он. Я сделал вот таким болтом сквозное отверстие. И вот так устанавливаешь. Вот такой упор получается для стрельбы. Ружье ставишь. Ну, много мне писали об этой сошке уже. Наконец-то я созрел, потому что очень много промахов, и для удобства взял. Если сейчас тестирую, это у меня тест, получается первая охота с ним. Но намного, конечно, легче прицеливаться, увереннее ствол держать не шатает. И если понравится, в дальнейшем также буду с ним ходить. На вторую избу так же сделаю. Можно там. В интернете есть подсказки, как делать. Легко и просто. Я болтом прикрутил. Вот так. А можно там веревкой. За 5 минут все сделать. Не надо, скажем, возить его с собой. Пошел в лес, кусок веревки взял и все. Там в интернете я никого не буду. Да меня уже там учителя научили, охотники. В основном в Сибири, наверное, этим пользуются. В Сибири, в Якутии. В Сибири Акинова, все так. У них я это видео присмотрел. В сторону Сибири. У нас в селе этим никто не практикует вообще. Я никого ни разу еще не видел. Я обычно палку с собой беру. Удобнее, чтобы ходить. Упор был. И вместо штатива еще там в конце болт прикручиваю, чтобы прикрепить видеокамеру и что-либо там заснять. Себя или еще что-то там, чтобы не дергалось. Вот. А такая фигня у меня первый раз. Так что я возвращаюсь, болтаю. Что еще остается? Больше косачей вряд ли увидим. Но там еще у Мишки, где изба, там где горки, там еще может штук 5 косачей. Может быть, увидим. Все, наверное. Бесполезно ходить за ними. Они уже зашуганные. Сколько охотников уже за ними бегает. Бегало или стреляли по ним столько раз. Вот она изба с евроокном. Андрею привет. Николаю тоже привет хозяевам. Там Лёшка еще, третий хозяин. Хотя 3 хозяина. С избушкой все хорошо. Следы я вижу, кто-то вот сюда заходил. Ходил там с другого берега вроде пришел. Видно, что кто-то тоже гонял косачей. Наша задача сегодняшняя — это найти елку. Елок много, но выбрать очень трудно. Это на первую избу сейчас пойду. Там, короче, на первой избе что-нибудь подберем. Когда я так сильно еще устал, вот, так посмотришь, бля, туда хочется. Вот сейчас мне тоже вот прям хочется туда сходить. Если туда я пойду, это считай, примерно 6 часов я потрачу на все это. Надо воздержаться. Или на буране. Следы белки видел сегодня, вот они следы. Куницы, лиса прошла. В одном месте зайчи следы были. Вопросов очень много насчет зайцев. Есть он или нет. Зайцы единицы только у нас остались. Просто куда-то все исчезло разом. Одним разом резко все исчезло, и лес никак не может восстановиться. Начался такой легонький дождь, говорю.
снегопад. Такой пухляк идет. И между прочим, сейчас дальше минус 20 чем обещают. Ну, холодные дни. К Новому году похолодает. Такой прогноз. Тоже интересное место. Раньше сотни птиц тут сидели. Бывало. Пока тишина. Так, я где-то вот рябчика стрелял вот тут. Где-то вот здесь он сидел. Оттуда выстрелил. В ту сторону он улетел. Теперь я попробую. Гляну. Может, перо найду. И отсюда, от места, откуда он улетел, туда я пойду. Так. Надеюсь, еще правильно. Не путаю с деревьями. Или в этих деревьях где-то. Так. Вон, я придумал, вон там. Оказывается, он здесь он сидел. Что-то я немножко путаю. Вот. Перышко-то откуда? Это уже хорошо. Вон еще перо. Значит, он дернулся. Если ветром не унесло, в эту сторону он улетел. Вот перо. Вот. Так. Кое-что уже проясняется. Так, значит, где-то вот здесь будем искать. Этот пень будет для ориентира для меня. Значит, вот отсюда он зашел. Вот куда-то вот. Ведь деревья он пытался сесть. Шорох я капитально услышал. Как он шуршал там. Ну и думаю, упал куда-то. Нелегко, ребят, находить. Очень нелегко. Это понятно, если на поле он упал. Каждую дырочку надо просматривать. Ребят. Ой, бля. Я зашел там. Короче, если вот взять, там зашел, правее пошел. Думаю, перья он туда полетели. Там, короче, кружился, ё-моё. И утренний след вот мой. Здесь я заходил, вот здесь прошел. Вот тот круг. А оказывается, он, ребят. На эти елки он сел. Я слышал, как он хотел сесть, и он упал. Вон, ребят. Пипец. Я еще рану покажу вам. Какая она. С такой раной, смотрите. Кому противно, не надо смотреть, он замерзший. Вот смотрите, кишки наружу. Ну, элей экспансивный. Я один вид только сейчас. Не буду 100 видов патронов пристреливать, что есть у меня в наличии. Короче, вот такой самец. Он уже примёт немножко. Кишки на улице. Надо вытащить все. И он упал сюда. Почему я с утра? Вот, ну прошел-то. Если взять, прошел утренний след 3 метра в стороне. Вот, блин. Ха. Вот это рана у него. Вот это рана. И смотрите, сколько он еще пролетел. Сколько пролетел. Он сидел вроде вот так. Он кормился. Еще вот так. Ну, например, ну нормально так пуля. Где-то вот, наверное, здесь он вход у него. Надеюсь, снимает все. Вход и вылет. Ну, разорвало, конечно, капитально. Но рябчик целый. Все, туша целая, только вот кишки на улицу. На улице-то есть. Ну, хорошо, что я нашел. Блин, поставил время. Ну, минут 25, наверное, я ходил тут. Но зато нашел. Третий рябчик, ребят.
3 рябчика сегодня. В принципе, неплохо. Так. Заодно чай попить, что ли. Кишки надо убрать. Вот такая рана, ребят. Кости все выбило. Косточки. Мясо целое, а вот верхняя часть со стороны спины такой шматок костей просто вырвала пуля. 70, примерно 70 метров расстояние было. Ну, это уже буду считать, что это удачная охота у нас. 3 рябчика взяли. Тайга дала нам. Не надо писать мне полем там. Не люблю это слово я вообще. Пишите лучше с добычей. Это добыча для меня. В поле трактор пашет. Не люблю я это слово, когда, блядь, охотнику пишут такое. Вот. Чай попью. Ну и потихоньку дальше будем идти. Все в крови. Это хорошо, ребят, что сейчас снег и искать легче. Потому что ты видишь свой след, где прошел. И туда-сюда зигзагами вот так ходишь. Или же в помощь в таких случаях очень помогает навигатор. Очень даже помогает. Это когда осенью охочусь, вот скажем, я глухаря подстрелил. Глухарь улетел. Бывало там очень далеко летит. 300 метров и еще дальше. Но слышишь, ты просто слышишь, как он падает. Шорох, грохот такой. Глухарь падает, его слышно, если не так сильный ветер. И вот ты ориентировочно идешь в то место. И, включаешь навигатор. И по навигатору начнешь просто вот тупо ходишь туда-сюда. И по навигатору смотришь. И ты там видишь свой трек, следы в этом навигаторе. Уже по этому треку можно не ошибиться и идти по разным местам. Навигатор в поисках очень помогает. Это я как охотник уже этим пользовался и даю вот совет молодым охотникам. А зимой вот нам просто сейчас случайно повезло. Вот я попал, наткнулся. Уже я каждый 10 метров максимум шириной ходил от своего следа, на свой след смотрю и иду. И вот так вот зигзагами, чтобы не пропустить квадратный метр. Ну, что наша птица, тайга дает, и ты находишь в любых ситуациях, в любых. Ты где хоть ты потеряешь, его найдешь. А бывает такое, что вот ты смотришь, птица упала, думаешь, там должен быть. Ищешь, целый день ищешь, его не найдешь. Не знаю. Или под ранком они как-то умудряются убежать, уходят, или просто их не замечаешь. Но ситуации, случаи очень разные. И, сегодня вот такая удачная охота для меня. И эта сошка, вот сегодня 2 выстрела я делал, и в принципе хорошо попал. Один вот только легкое ранение, крыло задело, бегал за ним по полю. А этот-то пол туши у него, кости отлетели, тяжелая рана у него, и то сколько он улетел. Так что видели, ребят, еще для тех, кто вот, как сказать, всяко разную фигню пишет, что мелкашка там, и рана у него небольшая, и подранки делает. Смотрите, с какой раной, в какую рану сделала мелкашка и сколько птица улетела. Также с карабина. Не надо писать мне 5,6 на 39 карабин. Офигеть, какой хороший, литературу читай. Да это все бред. Это бред, ребят. И такая же рана может от карабина быть. И если птица всяко разную может там улететь и не найдешь. Это не думайте, что вы карабин купили и
на каждом выстреле вы будете с дичью. И также будут у вас подранки, также будут подранки эти уходить там, и звери будут уходить, и птица там улетит, и все. Не думайте, что так все просто дается тайге. Мои слова, наверное, подтвердят настоящие охотники. И со мной согласятся. Остальные там эксперты и были и будут. Которые литературу много читают и мало в тайге ходят. Оружие север. Оружие север. Вот такое оружие. Я доволен. Для промысловой охоты лучше не придумали еще. Гладкоствольный 20-й калибр и мелкашка. Есть еще гладкоствольный и 5,6 на 39 на этот калибр есть. Фигня полная. Лучше мелкашки и гладкоствольного ничего не придумано еще. Ну, карабин. Если будет законы изменят, если разрешат охотиться с карабином, я буду охотиться с карабином по птице. Вот сегодня вот 180 метров можно было из карабина и бахнуть. Попал или нет там, но шанс есть попасть. А из мелкашки 200 метров чуть-чуть далековато. Косач, он на рану очень сильный. Самая сильная птица, я думаю, крепкая, сильная, крепкая птица на рану, это, что бы мне не писали косачи. Они, блядь, очень какие-то вот крепкие. Но мы все разные, что охотники, что эксперты. У каждого свое мнение, но я высказал свое. И пишите комментарии. И лайки, дизлайки тоже ставьте. А сейчас я пойду в сторону своей избы. Там будем искать елку. Значит, я с утра, когда заходил сюда, ориентир правильный был у меня к падающей птице. Но чуть-чуть не удалось мне заметить его. Так, ну что сказать. Спасибо, тайга, что даешь нам. Очень благодарен этому. На большее я не рассчитываю. Как повезет. Ну вот. Наконец-то дорога. Иду громко, тут рябчики еще. 2 штуки. По 3. Их не найти оттуда. Завис. Упал. Упал хорошо. Он наш. Случайно увидел его. Расстояние метров 30.
Свистит еще там. Вон я перья вижу. Ну, на этом дереве был. Еще прилетел. Ой, бля, в голову попал. Нормально. Это получается так высоко пуля прошла. Короче, вот, ребят. Попал точно в голову. Вон он. Прям решето голова. И еще хочу сказать, это было 30 метров примерно. С 30 метров, блин, весь крови. С 30 метров прицеливался под яблочко. Пуля пошла не в тушу, а выше и попал в голову. Значит, с 30 метров даже ниже чуть-чуть надо прицеливаться. У меня оптический прицел при стреле на 100 метров. Так что 4-я птица на сегодня. С 50 метров под яблочко хорошо идет. А это ближе было. Метров 30, не дальше. Ну, спасибо, тайга. С добычей нас тоже. Идем дальше. Тут 3 или 4 штуки их. Одного вот удалось добыть, случайно увидел. Один туда улетел. И 2 еще примерно вот в этой стороне. Пускай живут. При ним бегать. Он ак улетел. Заметил, улетел. Примерно тоже 30 метров. Ну вот. Что вот не дает тайга, она улетает. А что дает, он сидит просто вот. И все. Ждет выстрела. Там на берегу деляночные столбы уже. Тут объездную расширили, очень капитально сделали. Вот деляночные столбы. Вот 1, 2. Объезд тут хороший сейчас. Вот 3-я деляночная. Ну, короче, лесхоз тут выписывал. Смотри, тут такое ущелье было, а сейчас пипец. Федеральная трасса, реально. Здесь можно тоже было остановить, но дорога сужается и поворот. Вон там, короче, метров 200 в стороне. Заодно прогуляюсь. Вот тут я буду заходить. Там уже снега навалило. Я в прошлый раз на УАЗике ездил там. Кроме меня, наверное, никто не заходил туда. Елку присматриваю. Вон наша первая изба, ребят. Давно не было. Тут целина, никто не заходил. Вот мои следы. Такая корка образовалась. Смотрите, какой шум. Ладно. Чай попью возле первой избы. И обратно. У меня видео с первой избы есть, но пока еще не выкладывал. Ну вот так все изменилось после этого осенних походов. Все в снегу, сухостой еще стоит. Амбар на месте, у Тулана вон будка. Наша беседка. Волновался, что провалится снегом, но я смотрю, у других
В интернете там вообще эти лаги очень, ну, мало. Вот. Ну что сказать. Все нормально, сейчас стоит. Все в снегу. Смотрите как. Чуть-чуть ветрено здесь. Ветерок дует. Конечно, летом больше походов сюда. Зимой у нас меньше получится. Чё там за рокерка? Вон сколько, вон труба уже. Надо, появились бутылки. Не было. Сюда установить надо лестницу. Там скоро уже труба под снегом будет. Вот этой не было этих бутылок. Сыктывкарская. Вон. Ну, немножко тут отдыхали кто-то. Сейчас глянем, может, запись оставили. Я ружье с собой еще занес. Чего вам за рокерка? Ночевать не стану, мышь там. Мышка есть, как всегда. Вот, по-новому ушелок установить. Так. Ну, примерно так, ребят. Что я вижу? Ух, нагадили-то мыши, смотрите. Вообще жесть. В избушке чистота, порядок. Дрова есть. Я не вижу, что кто-то тут ночевал. Ты смотри, может что-то оставляли на столе. Каждым разом все больше и больше этих мышиных пометов. Так, сейчас гляну. Обычно никто ничего не пишет. Но... Да. Это я 23-24 приезжал, ноября, 23-24. Этот фильм я еще вам не выкладывал. Все еще вы увидите, все впереди. Вот. Ну, в принципе так. А тут что тут? Или молоко, или что тут? Сгущенку оставили. Что-то пролили. Подожди. Изгрызли мыши. Или что это случилось? В пакете у меня этот для посуды. Мыши, наверное, перекусили вот эту посуду. И все вытекло. Все вытекло. Капец с этими мышами. Я думал, тут кто-то что-то молоко или сгущенку вылил, а этот отсюда для посуды перекусили, наверное, все-таки. Никак не могу понять, что случилось. Вообще непонятно. Так, показываю, ребят. Вот такую елку я выбрал. Вот он как выглядит. Ходил там по лугам. Блин, летом как будто выбор был. Сейчас вообще нету. И первое, что попалось, срубил, короче. Мне понравилось, потому что очень много веточек с иголками. Вершинка там пустая была. Я сломал, туда все равно звездочку поставим. Украсим, запах ели будет. И что еще надо? Самое главное, это вкус. Дома будет это вкус природы, запах. И все. Что там думать? Надо украшать и встречать Новый год. Вот такие дела, ребят. Лесовоз сейчас проехал. Там еще слышно где-то едет. Сейчас, ребят, я попью чай и поедем. Потому что вот я перчатки, без перчаток, и мне холодно. Весь в крови термос. Такой поход у нас получилось. Очень даже мне понравилось. Сегодняшние выстрелы. Сегодня 4
раза выстрелил и 4 трофея, 4 рябчика добыли. Бывает, целый день стреляешь и все промахи. Так что вот эта сошка, что я вот сделал, блин, очень даже помогает при выстреле. Я даже сам заметил, когда вот на сошку оружие ставлю, прям четко, вот, не шевелится ничего. Я раньше это делал, но как-то мне не понравилось, даже зимой я охотился с ним. Снег глубокий, и это ты на лыжах идешь, а сошки короткие получаются, и ну, как сказать, неустойчиво стоит, и высота сошки не такая. А вот сегодняшняя сошка для меня, я сейчас поеду домой и где-то сантиметров 10 еще укорачивать буду. Потому что он чуть-чуть высокий. И вот без лыж, он высокий, мне надо укоротить. Так что постепенно по ходу там буду подбирать на свой рост. Если, скажем, стоя стрелять, где-то сошка нужна уровень глаз. Когда ты раздвигаешь эти ножки, чтобы уже этот уровень будет на уровне плеча. Сошка. На уровне глаз надо выбирать такие палки. Это стоя. Вот ты когда охотишься, там, если стоя стрелять зверя, тогда длинные палки нужны. А когда ты стреляешь с колени, вот в колени, во-первых, упор у тебя получается, и еще оружие на сошках. И вот тогда, ну, сегодняшние выстрелы мне понравились. Первую птицу я без сошки стрелял, тоже попал, смертельно попал. Вторую со сошки, но подранок. Третий тоже вот кишки, которые вышли, чуть-чуть отлетел, но тоже умер, смертельно рана была. Четвертая в голову попал, блин, выше пуля пошла. Так, печку я не стал топить тут. Мышеловка насторожена. Полностью не буду закрывать. Так. Ну все, изба, давай. До новых встреч. До следующего раза. Где-то 30 сантиметров снега на крыше. Терпимо. Все закрыли. Пойдем обратно по своим следам. Вот. Опа. Ух ты, ветер какой тут. Ну вот. Вроде влезла. Фу. Что, ребят, потихоньку поехали. Видите, какая дорога. Вообще класс ехать. Ездить. Ну, стороной там буран проехал. Видно следы. Ладно. Тут больше снимать нечего. Надо здесь попробовать порыбачить тоже в следующий раз. Если приеду на рыбалку. Сегодня уже не получится. Да и ничего я не взял. Самое главное, поохотились. А рыбалка в следующий раз будет. Ну вот, ребят, я уже доезжаю. Здесь уже деревня Алексеевка и наше село будет. Вот такой поход был у нас. Здесь прицеп поставили, выгружают. А давайте там проеду я. Там дорога тоже есть. В принципе, почему бы и нет. Там объездная, это лесовозы вот тут ездят. Вот так стороной. Всегда вот там я ездил, а сейчас вот здесь я вам немножко поснимаю. Это первая объездная.
Алексеевку объезжают. И вторая объездная будет через Нившеру будут объезжать. Здесь мост тоже немножко подровняли, да, здесь глубокий овраг был, чуть-чуть подровняли, вот такой мостик. Да, глубокий, между прочим, тут настоящий мост, наверное, сделали. Здесь конюшня была, здесь лошади держали, вон, смотрите, что осталось от конюшни. Вот так и живем. Сколько лошадей, сколько рабочих мест было у нас. Ничего не осталось, ничего. Вот такое поле. Я здесь бураном напрямик дорогу делал тоже. Ну и объездная вот. Стороной. Чтобы шуму меньше было и опасности меньше было от лесовозов. Как бы дети играют или еще собаку задавят. Ну вот так объездная. Чаще надо тут чистить, потому что ветром заносит все, снег, метет. Не, нормально. Вот так. Ну, короче, будем заканчивать. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом еще раз. Будьте здоровы, не болейте. Все, чтобы было у вас в будущем году хорошо. Здесь выезд. Здесь вот так пешеходы ходят, гуляют. Это снившеры. Снившеры гуляют там. А вечером очень много людей тоже. Выходят на дорогу. Просто прогулка. Все. Пока-пока. Будьте здоровы. Ждите новые фильмы.